короткое лето, спелой рябины закат. Старые сосны в дымке рассветной тихо надвычек да и спят. Нас не пугали ни зной и ни стужа, жили мечтою одной. С песни веселой строили дружно Эшву поселок родной. Сколько живу, повторяю, добрая эта земля. Край наш таежный, сказка лесная, Эшва родная моя. Глава Республики Коми Вячеслав Михайлович Гайзер. Дорогие эшвинцы, уважаемые друзья, позвольте мне от всей души, от лица правительства Республики Коми, от себя лично, поздравить вас с замечательным праздником, с юбилеем нашей дорогой Эшвы. 50 лет, каждым годом из которых каждый житель Эшвы, да и города Сыктывкара, может и должен искренне гордиться. Потому что Эшва – это особое явление на карте не только города Сыктывкара, но и республики в целом. Это особый рабочий дух, это особая сплоченность и единство жителей. Это район труженик, который составляет основу промышленную не только Сыктывкара, но и во многом республики Коми. Эшва – чарующий уголок столицы Республики Коми Сыктывкара, живописная во все времена года природа, красивые, добрые, трудолюбивые люди. Эшва от угорского «вежава» означает «чистая вода». По преданию, так воскликнул святитель Степан Пермский, проходя со святой миссией по земле Коми в далеком XIV веке. Возможно, его путь по реке Вычегде проходил и по этим самым местам, где так любят гулять эшвинцы. История возникновения Эшвинского района Сыктывкара уходит в 1481 год, когда по указу царя Ивана III Васильевича была проведена опись земель Коми-края. В Песцовой книге 1585 года появилось первое упоминание о починке слободки Шульгина по реке Чолве. Шли годы. Починок Слободка превратился в деревню Слобода. В конце XIX века, когда был создан самостоятельный приход Никольской церкви, Слобода становится погостом, а в начале XX века это уже большое село, которое 1 июня 1910 года по указу императора Николая II стало центром вновь образованной волости. На протяжении многих лет жители Слободы промышляли охотой, рыбалкой, заготавливали древесину. Но главное событие, которое в корне изменило историю развития старинного села, произошло в 1957 году, когда Совет министров и Госплан СССР принял решение о строительстве в Слободе Сыктывкарского лесопромышленного комплекса, который станет крупнейшим в Европе. Ныне это Монди Сыктывкарский ЛПК. Еще жива была и плотина, и старая мельница.
Еще не было этой дороги и этого моста, но уже была мечта построить на Вычегде первый в республике Коми лесопромышленный комплекс. Мечта казалась дерзкой, но дипломант Ленинградской лесотехнической академии Николай Тюрнин защитил ее на отлично. 30 лет ждала Эжва первую палатку геодезистов, первый бульдозер. Теперь Николай Николаевич Тюрнин – один из авторов проекта крупнейшего в Союзе деревообрабатывающего комбината. Некоторые горячие головы того времени предлагали построить лесопромышленный гигант в черте Сыктывкара, то есть в Заречье, а другие – на месте сегодняшнего микрорайона Орбита. И только благодаря председателю Совмина Коми АССР Зосиме Васильевичу Паневу и автору проекта Николаю Николаевичу Тюрнину Совет министров СССР утвердил план сооружения Сыктывкарского лесопромышленного комплекса в районе села Слобода. Грандиозная стройка требовала больших человеческих ресурсов. И сюда, на берег Вычегды, приехали люди со всего Советского Союза. Одновременно со строительством комплекса ударными темпами шло строительство жилых кварталов, детских садов, школ, объектов соцкультбыта и здравоохранения. 5 августа 1963 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР Слобода и прилегающие к ней деревни были переименованы в рабочий поселок Эжва. Через 5 лет он был включен в черту города Сыктывкара и образовался Эжвинский район площадью более 230 квадратных километров. 1969 год стал знаменательным не только для Эжвы и Сыктывкара, но и для всего Советского Союза. Еще на несколько десятков километров потеснилась северная тайга. На берегах реки Вычегды вырос новый город Эжва. Здесь сооружается один из крупнейших в Европе лесопромышленных комплексов, первенец целлюлозно-бумажной промышленности Республики Коми. Недавно завершено строительство первого комплекса ударной комсомольской стройки. На митинге выступил первый секретарь обкома партии Морозов. Дорогие товарищи, от имени областного комитета партии, Президиума Верховного Совета и Совета министров Коми Республики горячо поздравляю многотысячный коллектив строителей, монтажников и эксплуатационников большой трудовой победой с вводом в строй действующих предприятий страны первого пускового потока Сыктывкарского лесопромышленного комплекса. В память об этом знаменательном дне. Последние десятилетия в Эжве стабильно проживает почти 60 тысяч человек, что составляет четверть жителей города Сыктывкара и 5,5% населения Республики Коми. Доля Эжвинского района в объеме промышленного производства города Сыктывкара составляет более 76%. На предприятия района приходится около 19% промышленного производства в целом по республике. Сегодня в районе функционирует более 30 производственных предприятий, обеспечивая рабочими местами значительную часть жителей Эжвы и Сыктывкара. Ведущей отраслью экономики района является деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. Помимо отметившего свое 40-летие Монди Сыктывкарский ЛПК успешно развиваются молодые, набирающие производственные силы предприятия. Сыктывкарский фанерный завод – один из крупнейших в России производителей большеформатной фанеры и мебельной плиты на древесной основе. Основным видом продукции Севлеспил является пиломатериалы хвойных пород. Предприятие «Сыктывкарские бумажные изделия» – одно из крупнейших российских производителей потребительских товаров из бумаги.
обои, тетради, блокноты, записные книжки и другие изделия. Сыктывкар Тисью Групп в числе ведущих российских производителей санитарно-гигиенических изделий. Туалетная бумага, бумажные полотенца, бумажные салфетки. Продукция перечисленных предприятий пользуется большим спросом на рынке Российской Федерации, экспортируется в десятки стран мира и СНГ. Согласно данных Госкомстата по объему промышленной продукции, Эжвинский район занимает второе место в республике, уступая лишь нефтеносному городу Усинску. За последние 2 десятилетия администрацию Эжвинского района возглавляли Владимир Ушаков, Василий Гончаренко, Николай Сосновский, Александр Эпштейн, Сергей Козлов, Александр Калинин. В Эжвинском районе успешно развиваются строительные и транспортные предприятия, жилищно-коммунальная отрасль, связь, торговое и бытовое обслуживание населения. Кто хоть однажды побывает в Эжве, тот обязательно подметит чистоту и благоустроенность улиц, обилие дворовых детских площадок и, что особенно радует глаз, количество в Эжве молодых родителей с детскими колясками и веселая детвора разного возраста. Многие годы в дни школьных каникул дети организованно выезжают на Черное море и в местные летние лагеря, где когда-то пионерами отдыхали их родители. В начале 2011 года в Эжве справили новоселье. Центр комикультуры, центр Шублун открыл свой филиал. Юные борцы Дома спорта получили новый, большой, 3-й по счету зал для занятий в одном из микрорайонов. К услугам жителей Эжвы 18 детских дошкольных учреждений, 14 учреждений образования, 6 библиотек, музей, Дворец культуры Бумажников. На его сцене более 40 лет блещет талантами самодеятельность района. О нас заботятся, создают условия. Открыли Дом культуры. Правда, не всем удаются замысловатые па модных танцев. Зато здесь полный порядок. Не зря же у бригадира Владимира Денисенкова медаль за трудовую доблесть.
В Эжве 3 больших учреждения физкультуры и спорта, среди которых спортивный комплекс «Бумажник». Вот так он строился вместе с ЛПК и Эжвой. Так выглядит сегодня. Четыре учреждения здравоохранения заботятся о здоровье больших и маленьких граждан. В Эжве более 1000 торговых центров, магазинов, кафе, баров и ресторанов и многое другое, что необходимо для жизни современного человека. По ряду основных социально-экономических показателей в расчете на душу населения Эжвинский район является лидером в Республике Коми. Ситуация в социальной сфере района во многом обусловлена состоянием экономики, наличием материальных и финансовых ресурсов. Благодаря усилиям администрации района обеспечивается устойчивая работа жилищно-коммунального хозяйства, спортивных учреждений, учреждений образования, здравоохранения, культуры и социальной защиты. Все это позволяет и в дальнейшем рассчитывать на увеличение роли Эжвинского района Сыктывкара как социально значимого, промышленного, культурного центра Республики Коми. И сегодня я хочу пожелать всем жителям Эжвы добра, благополучия, здоровья, счастья, а Эжве развития и процветания. Ну и, конечно, в такой праздник, юбилей, с пустыми руками приходить не принято. И, соответственно, я тоже хотел бы объявить о том подарке, который республика сегодня делает Эжве. Этот подарок – это Ледовый дворец, который мы начинаем строить. И первые 30 миллионов поступают сегодня в город для того, чтобы это строительство начиналось уже сейчас. С праздником, дорогая Эжва! Дорогие эжвинцы, от имени администрации города Сыктывкара, Совета депутатов города Сыктывкара, я также поздравляю всех нас с праздником, с полувековым юбилеем. Что отличает эжвинцев? Эжвинцев отличает сплоченность. Эжвинцев отличает взаимопомощь друг другу. Эжвинцев отличает трудолюбие. И действительно тот климат, который сегодня есть в Эжве, это ваша заслуга. Всех жителей Эжвинского района. С праздником, Эжва! И также, как Вячеслав Михайлович сказал, что с пустыми руками приходить на праздник негоже, к Ледовому дворцу рядом мы уже заложили первые метры парка. В следующем году будет строительство полноценного парка Эжвы. С праздником! Уважаемые друзья, уважаемые эжвинцы, уважаемые дорогие ветераны, уважаемые гости нашего праздника. Мы действительно сегодня являемся свидетелями очень важного исторического события. 50 лет, золотой юбилей нашего родного общего дома, нашей Эжвы. Самое главное богатство Эжвы – это ее люди. Люди, которые строили, развивали комбинат, живую нашу Эжву. Люди, которые сегодня отдают свой труд, свою энергию, свое сердце для того, чтобы наша Эжва стала красивее и современнее. Эжва – это все мы. И я поздравляю вас и нашу Эжву с нашим праздником, с юбилеем. Желаем самого лучшего, только добрых событий, мира, добра вашим семьям. Спасибо вам всем, низкий поклон. С праздником, любимая Эжва, с праздником, эжвинцы! Новый день
спешит навстречу, унося ночные облака, и поет нам попутный ветер песню, что принес издалека. Здесь наш дом, радостный и светлый, в нем живут верные друзья. Верим мы в добрые приметы, вместе мы одна семья. Светлая, добрая наша Эжва, край родной, где с тобой мы живем. Верим мы, знаем мы, как и прежде, Эжва, ты в сердце моем. Ты прекрасна и зимой, и летом, согреваешь нас своим теплом. Столько даришь радости и света, Эжва, наш родной любимый дом. Северо-западный район столицы Коми. Где бы ты ни был, хоми, помни о любимом доме, о местах, в которых вырастил детей. По сей день тут, вплоть до просиди. Дома не сиди, кстати, выйди на закате, посмотри внимательно, как обаятельно малая родина. Это вера, любовь и надежда. Помни, люби и цени родную Эжву. Светлая, добрая наша Эжва, край родной, где с тобой мы живем. Верим мы, знаем мы, как и прежде, Эжва, ты в сердце моем. С днем рождения, Эжва! С днем рождения, эжвинцы! Эжва – наш общий родной дом. Пусть наша любимая Эжва становится с каждым годом все ярче, красивее, уютнее. Благополучия, процветания вам и вашим семьям. Все, что сегодня является гордостью Эжвы, создано самоотверженным трудом, умом и талантом эжвинцев. Чого молоденец, чупа да пасан, чьи отъявы стал Эжва свясна, кузнем да буршут. Любите березовую Эжву, цените рябиновый дождь, воплотите мечты и надежды. Обращаюсь я к вам, молодежь. Мы любим Эжву!